скамейка исчезнувших народов всегда может удлиниться таким мистическим образом еще немножко, чтобы там сел и великий, героический, могущественный иногда российский народ вместе с всеми остальными частями нашего немаленького пока что, но тоже способного исчезнуть условно-славянского народа, начиная с Словении, Висла-Одер, Фессалоники, европейская часть России, ну, там до Камчатки, до Владивостока и так далее и тому подобное. Это и есть та наша территория, которая на сегодняшний день мы могли бы насчитывать не меньше 300 миллионов, и тогда нам ни Китай, ни Америка, ни Британия не было бы указом, если мы мудро, ответственно, смело и мужественно охраняли, обороняли свои границы, свое добро, свой народ и все остальное свое. Приветствую всех зрителей на YouTube-канале «Все самое интересное». Сегодня на прямой линии с нами Пламен Пасков. Здравствуйте, Пламен. Приветствую вас и вашу большую, слава Богу, растущую, очень любознательную аудиторию в этом политически жарком 2 октября 2024 года. И хотел бы уточнить, что сейчас мы ведем прямую трансляцию для абонентов Boosty и Patreon и для абонентов в YouTube-канале, ну, в моем и в вашем. Поэтому те, которые колокольчик там не кликнули, либо не подписались, у меня, по крайней мере, 73% не подписанных людей там на канале смотрят. Ребята, вам не жалко, вам ничего там, ничего не будет стоить, но нам будет и приятно, и полезно для алгоритмов Ютуба, поэтому попрошу всех вот это сделать. Те, которые не хотят на Boosty и на Patreon. На Boosty и на Patreon получают люди всегда первые по времени и без никакой цензуры ролики на другом лучшем техническом уровне. А вот в ютубном канале официальную версию там релиз будет, естественно, попозже, потому что просто там и цензуры, и условия достаточно другие. Но, тем не менее, у нас сегодня ситуация такая, что все переполнено вот этими политическими событиями. И я даже не знаю. Наверное, вы знаете, Роман, потому что зрители уже, скорее всего, задали эти вопросы, поэтому попробуем их обсудить. Пламен, вы абсолютно правы. Очень много вопросов поступило. Я тоже настоятельно рекомендую подписаться на все социальные сети, на все каналы Пламена Паскова, чтобы быть в курсе последних событий. К сожалению, никаких хороших новостей у нас нет. Есть очень страшные и горячие новости, и практически по всему миру. Наверняка зрители уже знают, что происходит в Ливане, и они высылают ссылки, некоторые из них, из зрителей. Итак, ссылаемся исключительно на российские СМИ. Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана. Россия решительно осуждает вторжение в Ливан, которое может привести к дальнейшей эскалации насилия в регионе, и призывает Израиль вывести войска. Об этом говорится в заявлении, размещенном сегодня на сайте МИД РФ. Еще одну ссылку выслали. Эрдоган назвал Турцию следующей целью для Израиля. Об этом заявил президент республики Реджеп Таип Эрдоган, передает РИА Новости. Я говорю открыто, после Ливана и Палестины земли Турции станут следующим местом, на которое обратят свой взор власти Израиля, действующие в иллюзии земли обетованной, отметил турецкий лидер. И вопросы от зрителей. Как вы считаете, что сейчас происходит в Ливане? Какова будет реакция мирового сообщества? И какова вероятность того, что следующей целью действительно станет Турция? Я сначала хотел бы, чуть не забыл, хотел бы попросить прощения у всех подписчиков, которые видели, что будет у нас такая прямая трансляция. Сегодня, к сожалению, на второй трансляции, которую делал, было вырублено электричество не только у нас здесь, но на весь регион. То есть получается, что несмотря на военные действия, которые происходят на территории Украины против украинской энергосистемы, здесь в Болгарии тоже трубают электричество. И это, конечно, сбило с толку весь этот график, который уже предварительно был заряжен, поэтому многие наши подписчики, которые ждали вот эту прямую трансляцию, как вы видели, сильно опоздали, но причины были технические. Теперь к вашему очень важному вопросу. Наверное, начну с конца. Со словами Реджепа Тайипа Эрдогана,
насколько это реально то, что следующей целью Израиля может стать или будет когда-то Турция. Ну, Реджеп Таyyip Эрдоган, на мой взгляд, просто пользуется вот этими старыми планами Соломона, где указано, что должен быть великий Израиль от Нила до Ефрата. Причем, если вы напишите в поисковых системах «Великий Израиль» или «Great Израиль», даже не нужно указывать от Нила до Ефрата, вы увидите несколько вариантов карты, самые частые из которых это действительно охватывают от реки Нил, от дельты реки Нил до реки Ефрат, причем Северная Саудовская Аравия и не только Северная, она тоже туда захватывается, поскольку Ефрат начинает, скажем так, свои истоки с территории нынешней Турции, там часть из нынешней территории Турции на этих картах тоже действительно присутствует в этих же планах. Насколько этим планом суждено осуществляться, это, наверное, специалисты по Кабалу, там каббалисты могут это сказать, могут это рассказать. Раф Финкель, наверное, может это обсудить. Вполне вероятно, другие там знатоки Талмуда и других этих знаний, секретных, полусекретных или уже почти публичных в еврейской там, я не скажу мифологии, но это у них план. Когда есть план, который ты осуществляешь, это не совсем миф. Да, ты утверждаешь, что этому плану более 3000 лет, но если ты идешь по этому плану, и даже сегодняшние еврейские раввины говорят, Машиах уже родился, но они даже говорят, что он родился относительно давно, ему там 15 или 20 лет, наверное, вот этому Машиаху, то бишь Мессию их. И если так, то тогда и храм Соломона, тогда и план Соломона, тогда и Великий Израиль от Нила до Ефрата, и тогда дети Иакова должны пасти бесчисленные стада остальных народов мира, как это самое, и они должны быть пастырями всех остальных народов. То есть они, я не говорю, что все население Израиля, все гражданины Израиля, скажем так, относятся к этому как к какому-то обязательно сбывшемуся, то есть пророчеству, которое обязано сбыться. Но там не надо забывать, что еврейское государство, оно теократическое, оно не светское. Раз оно теократическое, вся власть в этом нынешнем Израиле принадлежит определенной там касте, определенной там группе религиозных же евреев. Они в армию не служат, они не работают, их содержат все остальные, которые работают, служат и так далее. Определенный специальный отдельный налог есть для содержания вот этих хранителей традиций, как их называют. И, кроме того, все порядки в этом государстве расписаны не по светским нашим представлениям о законам. Даже мужчина за женщину не может выйти и оформить, грубо говоря, свой брак другим образом, если они не евреи, только раввин может их сочетать. А раввин спрашивает, если, например, женщина еврейка, то ты должен стать евреем, обрезаться и так далее, и принять иудаизм, иначе ты не можешь. Можешь жить с этой женщиной сколько хочешь, можешь там рожать детей, можешь признавать этих детей. Но у нас в Израиле тебя сочетать не будем и считать мужем, женой не будем. Вот и все. Поэтому то, что Эрдоган говорит, это, скорее всего, именно так. Теперь то, что сказала Россия по поводу вывода израильских войск с Южного Ливана. Я даже не понимал, зачем этот лишний шум производится. Израиль не выведет эти войска из Южного Ливана. Неважно, Россия об этом попросит, или скажет, или напишет, или будет кричать. Турция, Франция, Британия, кто хочет, пусть это самое. Израиль делал то, что считают нужным. С территории Южного Ливана их обстреливают, им пришлось эвакуировать больше 100 или 150 тысяч своих гражданинов, которые были в северной территории Израиля. Они сейчас размещены в других местах, потому что там они были, ну, не то что неделями, а даже месяцами под постоянным обстрелом, который шел именно с Южного Ливана. А Южный Ливан – это базовый лагерь, скажем так, Хизбаллы. Определенно там очертания есть. Соответственно, если Израиль выйдет из территории Южного Ливана, они, во-первых, прекрасно понимают, что
туда Хезболла вернется, у Хезболлы есть достаточно большие силы, и, во-вторых, там есть и другие составляющие. Я думаю, что помимо всего остального, нынешнему руководству Израиля неофициально, но зато реально сильно нужно увеличить набережные Израиля. То есть береговой линии к Средиземному морю, которые контролируются Израилем, назовем это так. Поэтому, конечно, это не единственная причина, но это одна из важных причин. Еще раз, это не единственная причина. Поэтому из-за чистки газа, чтобы газа по возможности стала опять израильской, поэтому атака на Южный Ливан, поэтому и они участвовали в уничтожении сирийского государства на весь период войны в Сирии с 2011 год по сегодняшний день, это уже 13 лет. Потому что напротив именно вот этой линии Средиземного моря под названием Леванты, это историческая Леванта, есть левантийское месторождение газа, которое оценивается в огромных объемах и которое имеет не просто энергетическое, геополитическое, геостратегическое, мегафинансовое значение. Оно больше, чем Парское, оно больше, чем многие другие, которые оценивались как одни из самых больших в мире. Это, соответственно, там речь идет о триллионах, если в долларах это выражать, а не о миллиардах. И про миллионов, естественно, даже и говорить не стоит. Соответственно, это имеет огромное значение, и не жалко любых человеческих жизней для того, чтобы увеличить свое линейное присутствие, то есть каждый линейный километр и метр по морскому праву дает тебе право на эксплуатацию этих разведанных газовых ресурсов левантийского месторождения. Так что это дополнительный мотив к тому, что делается сейчас и государством Израиль. Государство Израиль на самом деле, Саймон Ципис, наверное, не даст соврать. Наверное, это он расскажет с еврейской точки зрения, с израильтянской. Там 20 тысяч квадратных километров, 20 тысяч с небольшим, но меньше 21 тысяч. Это пятая часть моей родной Болгарии. Пятая часть. Это пятая. А мою Болгарию попробую найти на карте. 10 раз меньше Украины. А Украина сколько раз меньше России, это вы уже сами можете понимать. И на эти 20 тысяч квадратных километров самая узкая часть, ну я имею в виду признанная часть Израиля, потому что они там на западный берег реки Иордан постоянно расширяют свои поселения, там, свои колонизации и так далее. Но признанная часть это 17 или 18 километров. То есть никакой стратегической глубины. Физической, географической глубины нет такой, чтобы можно было обеспечить безопасность себе и своему народу, своим поселенцам, своим налогоплательщикам, так, чтобы какие-то более-менее серьезные там бабахнули и вас не уничтожили. Или даже главная дорога, она относительно параллельная набережной, забыл там М7 или там, неважно какой там нумерации, и если его прервать, сообщение между Северным и Южным Израилем, можно сказать, почти прекращается. Ну, я имею в виду наземное. То есть им категорически остро, сверхостро нужна территория, потому что тогда, когда они создавались, они были там под 3,5-4 миллиона человек, сейчас их там не меньше 10 миллионов, и территория одна и та же. И из этой территории более 60% это огненная пустыня Негев, где 6-градусная жара, и где люди не живут и жить не могут. Или там сделать вот эту систему мелиорации для более-менее подобной на нормальной жизни, это слишком дорого, технологически тяжело, и откуда напротив это газа, через газу ты эти водопроводы сейчас не протянешь. Там понятно, что там не получится. Коротко говоря, Израиль не выведет свои войски из Южного Ливана. Они будут выталкивать столько, сколько могут, пока они могут, потому что для них это тоже вопрос жизни и смерти, а не только захватническая война, как кажется всем тем, которые с ними воюют. Там, еще раз, мы очень много об этом говорили, я вообще не берусь судить, кто хороший, кто плохой. И та, и другая сторона хороши, потому что, к сожалению, и та, и другая сторона хотят физического уничтожения, исчезновения другой стороны. По крайней мере, арабская составляющая не хочет, чтобы там был вообще-то живой еврей как таковой. И даже позволяли себе достаточно такие тяжелые слова, типа вот этот Холокост надо уже закончить, надо уже завершить дело до конца, потому что с этим просто так... Их не должно быть, вот и все. Если
Если ты понимаешь, что имеешь дело с людьми, которые ты не видел, но которые хотят, чтобы тебя не было, и готовы на это подключиться, и было массу арабо-израильских войн с разным результатом, ну, они четко и ясно показывают на то, что местные не хотят, чтобы евреи и израильтяне существовали. Переселять их и искать им новое обетованное место. Там исторически, я не знаю, вы в курсе или нет, но были там планы до того, как было принято решение возвращать их на их исторические земли. Вы, наверное, удивитесь, рассматривали два варианта. Рассматривали вариант с Угандой. Поселить всех евреев после Второй мировой войны на территории Уганды. Там большое озеро Виктория, там Африка, солнечно, тепло. Ну, там, если решить вопрос там с местными, они думали, что, может быть, смогут решить вопрос с местными. Но более-менее, почему бы и нет. Потом рассматривали тоже такой интересный вопрос с Мадагаскаром. Мадагаскар тогда был французской колонией, и французы сказали, ну почему бы и нет, всех евреев, земля обетованная, прекрасный шикарный остров, смогут сделать там немаленький остров, могут размножаться, расселяться, обустраиваться. Ну, коротко говоря, остров – хорошее решение. Но в конце концов победили те, которые решили, что нужно там план Соломона. План Соломона – это храм Соломона. Храм Соломона, он это там. И, соответственно, коли он там, там Иерушалаим и так далее и тому подобное, Иерихон, Наблус, он же Неапул, там древний, который был, Иерихон мы сказали, да, кого забыли, Назарет и так далее. Ну, вся эта там такая, видите ли, библейская вотчина, что называется, нам нужно там. Ну, слушайте, там же уже есть люди, там британский мандат, ну, французский мандат в Сирии, ну, там люди уже живут, ну, такие-сякие, не-не-не, нам туда-туда, и вот туда-сюда, и вот получилось то, что получилось, и которое даже не стоит обсуждать. Вернее, стоит обсуждать. Очень даже стоит обсуждать, потому что я считаю, что пока еще дело не дошло до библейского Армагеддона, который как раз именно там и должен совершиться согласно библейских предписаний. Но то, что все идет к тому, что будет именно библейский, и именно Армагеддон, и именно там, к бабке не ходи, это уже совершенная очевидность. Если сейчас подключили Иран, потому что то, что сделали Израиль с иранскими прокси Хезболлой и со многими командирами, должностными лицами и другими важными э, фигурами иранского высшего эстаблишмента, это не оставляло у Ирана других вариантов, кроме как ответить. То есть то, что сделали вчера вечером Иран, это ответ. Это не нападение, это ответ. Ответ за Южный Ливан, ответ за пейджерную атаку, ответ за то, что ранен посол Ирана в Бейруте, ответ за убиенных командиров КСИРа, Корпуса Стражей Исламской революции, ответ за много чего. То есть там много именно иранских военнослужащих, иранских гражданинов и иранских должностных лиц не просто пострадали, а погибли, на что никакое серьезное государство в мире, а Иран это одно из наибольших серьезных государств мира, из немногих, но серьезно, не может не ответить. И они ответили. Могли бы они запустить ракет в 10, а то и в 100 раз больше. Одним залпом могли, просто не хотели. Запустили столько, сколько запустили, так, чтобы из осколок сбитых ракет пострадало легко раненых 3 человека, из которых, похоже, один даже араб. Ну что-то в этом духе. Так что хотели бы они нанести урон и убить людей, они могли бы это сделать. Они предупредили, куда они будут бить, Иран, я имею в виду, аэропорт Небатим, другой аэропорт с более трудным таким именем Харцел или Харцев, забыл там, как его зовут, и еще там третий аэропорт и база Мусад, они туда и били, и, соответственно, несмотря на все эти яркие кадры, и как это туда там упало, бабахнуло, надо понимать, что, во-первых, железный купол Израиля действительно очень хорошая ПВО-система. Настолько хорошая, что когда запущена данная ракета, особенно с территории Ирана, то есть длинная дальняя траектория, они предварительно делают расчеты, система делает расчеты, куда эта ракета упадет. Если она упадет на нежилое место, не опасное, безопасное, они не тратят ракеты из железного купола для того, чтобы ее сбить, пусть падает туда, куда она падает, если она не несет никакой специальный урон. Кроме того, часть из этих ярких кадров, которые показывали, как падают эти ракеты, это были летающие осколки сбитых ракет. Именно такие. И по сути, сам факт того,
что еще раз, количество убиенных и убиенных нет, а раненые, и причем легко, это 3 человека, причем из осколок, это означает, что и система ПВО очень хороша, и Иран не пытался, не старался, не ставил себе в целях убивать население Израиля как таковым, бить по густонаселенным жилым районам и бить тем количеством, которое действительно заставило бы систему захлебнуться и не справиться с этим объемом ракет. Поэтому считать, что это, понимаете ли, вот сейчас откроются ворота ада и вся эта там страшная огненная гиенна там высыпется, ну нет. Сказать, что это ну, ерунда, ну, обмен любезностей по Восточному тоже нельзя, потому что в районе на днях приехало 40 тысяч американских военнослужащих. То есть американцы армии своей указывают и показывают на деле, кого они считают действительно важным, за кого они считают, что действительно готовы воевать. И, соответственно, они указывают на то, что для них это свои, и мы здесь будем воевать как за себя. 40 тысяч американских военнослужащих. Они внезапно оказались на днях в Израиле. И не только военнослужащие, естественно, 6-й американский флот со стороны Средиземного моря, 5-й американский флот со стороны Персидского залива, британские военно-морские силы, британские военно-воздушные силы, там, которые на базе в Кипре, американские военно-воздушные силы с базы с острова Крит и так далее. То есть там готовность к более серьезным действиям есть, потому что все прекрасно понимают, что Израиль не откажется делать то, что считает нужным делать. Нравится нам это, не нравится, надо четко понимать, что и те, и другие сражаются за свою жизнь. И очевидно, что там в регионе как минимум одна сторона считает, что другим людям там не то, что не место, а должны исчезнуть, погибнуть, причем страшной смертью по возможности. А та сторона, которая пророчит или желает страшной смерти, она не может не сражаться, причем не может не сражаться на уничтожение. Если они будут обороняться, у них нет стратегической глубины, чтобы позволять себе просто обороняться. Израиль, я имею в виду, не могут обороняться. А география является приговором для военной стратегии Израиля. Они могут воевать только экспансивным образом. Будут воевать дефенсивным, конец. Вопрос считанных часов, пару дней. Не могут, негде, территории нет. Некуда прятаться. Поэтому никого не оправдываю, ни за кого не болею. Там еще раз, обе стороны достаточно хороши. Но я вынужден признаться, что и у той, и у другой стороны есть длинный список своих личных серьезных оснований, к которым надо относиться, если не с пониманием и симпатией, то как минимум с уважением. С уважением и с признанием, что такой список таких оснований есть. Может ли этот конфликт решиться от того, что мы относимся со стороны с некоторым пониманием? Нет. На мой взгляд, это гордиевый узел, который может рассечь только внешняя сила. Если опять будет какая-то Османская империя, которая захватит все это и умиротворит, если опять будет какая-то британская, американская, либо русская империя, чисто теоретически, которая все это захватит и опять умиротворит и наведет свои внешние порядки, тогда все решится. Это как конфликт между Азербайджаном и Арменией. Какие конфликты были между Азербайджаном и Арменией? Времен, скажем так, Османской империи. По-моему, их не было. Какие конфликты были времен Российской империи и Советского Союза? Таких, естественно, не было. И там, на Ближнем Востоке, также. Пока какая-то внешняя большая сила не войдет и не будет регулятором, причем регулятором, который заставит и ту, и другую сторону подчиняться и соблюдать правила приличия, так оно и будет, Роман. Так оно и будет, и мы будем это обсуждать. И я, честно, с удовольствием послушал бы Саймона Циписа, либо других наших знакомых или просто публично известных людей из Израиля, русскоязычных, которые могут рассказать и осветить эту историю обязательно с их точки зрения, потому что то, что мы смотрим со стороны, обязательно нужно выслушивать и арабскую сторону, и израильскую. Потому что истинная правда где-то там, в этом треугольнике, в середине, а не по краям этого треугольника, именно в середине. А где и как находится в середине, как ее зовут, до того, как мы не выслушаем все эти три стороны, наша плюс израильская плюс арабская, мы ее не найдем.
Пламен, благодарю. Очень много комментариев посыпалось. Вы открыли, на самом деле, для многих людей новую информацию, то, что хотели создать еврейское государство на Мадагаскаре. Также, Да, также вот в комментариях написали, что изначально, когда хотели создать, Сталин дал им еврейский автономный округ со столицей в Биробиджане, но они захотели Крым. И для того, чтобы не отдавать Крым, именно поэтому СССР отдал Крым Украине, и, соответственно, с СССР все обязательства были сняты. И также люди задаются вопросом, а что бы сделали, например, болгары, если вдруг кто-то решил бы, что отдать им нужно часть Болгарии, и в дальнейшем за 80 лет они, ну, естественно, их было бы 3 миллиона, потом стало 10 миллионов, им нужна земля, и, соответственно, они бы вот таким бы образом расширяли свою новую, так сказать, родину, ну, убивая кого-то, закапывая. Как бы болгаре отнеслись к этому? Вот задается вопросом. Также выслали информацию о резолюции 43/177 Генеральной Ассамблеи ООН. Это документ, принятый 15 декабря 1988 года, в котором Генеральная Ассамблея ООН признала провозглашение государства Палестина и использование обозначения Палестина. То есть на сегодняшний день Палестина незаконно оккупирована. Если смотреть, о чем говорят, к примеру, министр иностранных дел Российской Федерации, то создается ощущение, что на сегодняшний день террористическая еврейская группировка занимается обстрелом соседних стран, захватывая, незаконно оккупируя соседние территории и при этом превращая земли в самое большое кладбище для детей, как об этом говорил Владимир Путин буквально 52 секунды. Очередным кричащим примером террористических методов как средство достижения политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие. Необходимо немедленно расследовать это преступление, но уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединенных Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты, так же, как они это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах «Северные потоки». То есть здесь, как мы видим, открыто называются терактами. То есть еврейские террористы совершают теракт в соседних странах. Между прочим, об этом говорила и Мария Захарова. И люди задаются вопросом, как вы считаете, можно ли превратиться в террориста-беспредельщика и захватывать другие страны безнаказанно в 21 веке? И почему мировое сообщество на это вынуждено закрывать глаза? я не знаю, где адрес мирового сообщества, не знаю его фотографию, не знаю его веб-сайта. И вообще-то вот это мировое сообщество, если считать вот эти глобальные рупора медийные, которые принадлежат обычным специфическим фамилиям, их немного, там меньше 20, даже около 12-15, то они пользуются вот этим синонимом, что они типа то, что они там вещают и рассказывают, это и есть международное сообщество. Но мы это знаем, что нас никто не спрашивал, а мы являемся этим международным сообществом, у нас есть право другого мнения, кроме того, что они там вещают, печатают и так далее. Роман, оставим международное сообщество в покое, потому что если нет адреса, нету дивизии у этого международного общества и нету собственного там герба, флага, гимна, жезла, короны и так далее, это мировое сообщество может отдыхать сколько хочет. Теперь вы сначала задали вопрос, если кто-то возьмет такие территории из Болгарии, как мы к этому отнеслись бы? Очень болезненно, естественно, отнеслись бы. Я думаю, что любой нормальный человек, любой нормальный народ, и даже ненормальный народ к этому отнесся бы. Единственное, только очень болезненно. Кстати, что-то подобное у нас на Балканах было, поэтому это на самом деле то, что происходит на Ближнем Востоке, чисто исторически оно не могло бы и так не происходить, потому что в таких обстоятельствах именно так оно и происходит. После того, как в результате 12-й по счету русско-турецкой войны
на карте Балкан стали появляться государства, или там, скажем так, государство это не самое правильное слово. Болгария была сначала очерчена в своих максимально естественных этнических, экзархических границах, которые соответствовали исследованиям и немецких, и французских, и русских, и других исследователей, там, демографов, там, экзархи и прочее, прочее. Сан-Стефанский мирный договор, это была Болгария, которая действительно соответствовала. Но в тот же самый год, 1878, после 3 марта, когда был подписан Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор, несколько месяцев спустя собрались не остаточные, другие великие силы, то есть Австро-Венгрия, Германия, Великобритания, в Берлине, призвали туда и Россию, и Турцию, сказали, нет, такая большая Болгария не будет, потому что эти Болгарии слишком благодарны и слишком лояльно относятся к России, это будет маленькая Россия там на Балканах, мы такое большое государство не допустим, потому что это сильно укрепляет позиции России там в регионе. Болгария будет, и начертали треть из этой территории. То есть мы сразу, благодаря этому же Берлинскому договору, потеряли 2/3 своих территорий. Одна часть это чисто Османская империя, Восточная Румелия, то есть нынешняя Южная Болгария, где я сейчас проживаю. Другая часть это трибутарное княжество Болгарии. Трибутарное означает тоже в каком-то плане под покровительством русского царя, но под верховенством султана. Вот такая. И третья часть буквально отошла там, Греции там, и другим там государствам. То есть это болезненная ситуация у нас была. Просто почему? Потому что Балканы, они мозаика примерно так же, как Ближний Восток. Есть 3 болгарские деревни, например, времен Османской империи, 2 греческие, 1 или 2 турецкие, и есть еще там какие-то. То есть там все мозаика. То есть сказать, что этот регион населен преимущественно вот этим народом, а другие народы там где-то как-то по-другому, это было физически невозможно. И примерно то же самое было в середине 20 века на том же самом Ближнем Востоке. После того, как формировались вот эти государства у нас на Балканах, или поскольку, скорее всего, квазигосударственное образование, в начале 20 века у нас были 3 войны. Первая Балканская, межсоюзническая и Первая мировая. До Первой мировой мы воевали еще в 2 очень больших балканских войнах. Первая Балканская война это было за османское наследие, то есть до расширить наши территории за счет Османской империи, освободить те территории европейской части Балкан. Балканы не все на европейские части, то есть те европейские части Османской империи, которые мы считали, что часть должна уйти к Черногории, к Сербии, к Болгарии, к Греции. То есть то, что мы договорились, что не должно быть больше Османской империи. Османской империи было слишком много оставлено именно на Балканах, то бишь в Европе. Мы ее победили, все мы вместе. И под финал этой нашей общей победы против Османской империи болгарская армия достигла до Чаталджи. Чаталджи это в 30 километров от нынешнего Стамбула, можно сказать, пригород нынешнего Стамбула. Дошло до того, что турецкие историки это записывали как день, когда Стамбул остался без дверей. Почему он остался без дверей? Я вам сейчас объясню. Потому что когда население Стамбула узнало, что болгарская армия вот-вот в 1,5-2 дня пути до Чаталджи, там нас остановили, но еще никто не знал, что нас смогут останавливать там. Это сложный там регион, неважно что. Это в ноябре было. Они отломали двери своих домов, и на этих дверях в качестве плотов пересекали европейскую часть Стамбула, азиатскую, для того, чтобы не оставаться там, где болгары будут это захватывать. Поэтому европейская часть Стамбула осталась без дверей, из этих дверей сделали плоты люди. Ну, там турки, там все остальные. Но под финал вот этой первой Балканской войны, пока мы воевали на турецкий фронт, то бишь на восточный, нам сербы и греки, можно сказать, вбили нож в спину и стали захватывать те территории, которые тогда были определены как бесспорно болгарские в нашей предварительной договоренности, особенно с нашей точки зрения. И таким образом мы были вынуждены вернуться и стать воевать междоусобной, то есть Балканской войной друг с другом, потому что мы стали истреблять друг друга. И под этой большой резней результат, естественно, был плачевен для всех. Это было суровое Божье наказание за грехи, за глупости наши. Это абсолютно бесспорно и безусловно. Но, тем не менее, это уже произошло. А потом пришла и Первая мировая война, в которой каждая из наших стран попыталась взять реванш за все эти там проигрыши и потери, которые у нас были. И таким образом
мы пытались решить практически те же самые вопросы, хотя на Балканах Болгарии с сербами, с македонцами, с черногорцами, с хорватами, с словенцами, кого-то там пропустил, по-моему, нет. Это абсолютно один и тот же народ. Это как малороссы, великороссы, белорусы. Даже без переводчика можно было совершенно спокойно общаться, письменность одна, национальные костюмы, все одно и то же. Но с небольшими, скажем так, диалекты там просто были немножко разные. Вот и все. И таким образом мы хотели решить вот эти дурацкие вопросы. Естественно, внешние операторы тоже нам подливали масло в огонь. Например, Австро-Венгрия стояла горой за Сербией, за Боснией с Герцеговиной стояла, естественно, Османская империя, ну там остатки ее, которые были. За Грецию там заступались, естественно, британцы. И под этим там мудрым внешним руководством мы истребляли друг друга страшной жестокостью. Каждая сторона была себе хороша, мой народ в том числе. Это я вынужден признать. И так это продолжалось до Второй мировой войны. Поэтому то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, или то, что происходит на Кавказе, или то, что происходило у нас на Балканах, мне это прекрасно и хорошо известно как технология. Пока мы были в какой-то внешней оболочке. Кстати, вот этот вопрос очень мудро и качественно пытались решить Йосип Брос Тито и Георгий Димитров. Они решили, давай вместо того, что вы говорите, кто у кого какие там территории захватил, где какое там у нас население, у вас уже есть Югославия в качестве приемника королевства сербов, хорватов и словенцев, как оно и было. У нас есть Болгария, давай сделаем единую Балканскую федерацию, где каждый народ у себя, но в большой федерации, чтобы мы были. И тогда у нас, будучи единым большим государством, с сохранением вот этих федеративных границ, нормально, чтобы было. И они почти пришли к этому. Правда, тогдашнее руководство Советского Союза к этому отнеслось, мягко говоря, с недопониманием и зарубили этот вопрос достаточно жестко. Но это уже другой разговор. Вопрос в том, что когда есть мозаика поселенцев, ты не можешь разрешить их этнически чистых регионах безболезненно для других. Это невозможно. Даже если Израиль сейчас не нападал бы на Ливан, сам Ливан, он не может, он не является этнически и религиозно таким единородным. Там есть шииты, там есть сунниты, там есть христиане. Он изначально задумывался как христианское государство, арабов-христиан. Просто арабы и христиане размножались меньше, чем арабы и мусульмане, которые вначале были 10%, потом стали 50%. Но стали 50% не потому, что убивали арабов-христиан, а просто потому, что размножались больше. Ну, Роман, здесь невозможно придумать какой-то элегантный, красивый, чистый вариант, который удовлетворил бы всех сторон, потому что такого варианта, еще раз, это только внешняя сила. В конкретном случае такой внешней силой, я припоминаю, какие были эти исторические акторы, которые могли бы сыграть вот эту внешнюю регулятивную функцию. Но на сегодняшний день вот эти старые регуляторы выветриваются, улетучиваются, трескаются, рассыпаются, а новые такие большие, в том числе и региональные регуляторы, все еще не сформировались как таковые, потому что они будут формироваться путем Ялты, то бишь путем, как сказать, ну, по итогам Четвертой мировой войны, выигравшие, которые будут по-настоящему выигравшие, будут решать за все остальные, каково будет вот это мироустройство, каковы будут границы, каковы будут правила существования и правила несуществования для тех, которым не повезет и не дано существовать. Ну, именно так оно и будет, потому что по-другому никогда не было. А если процесс, во-первых, исторический, во-вторых, воспроизводимый, и в-третьих, научно обоснованный, то это означает, что не может быть по-другому. Придется заплатить очень жестокую, суровую цену и нам, и вам, и всем остальным, потому что в огне этой Четвертой мировой войны только выжившие смогут рассказать потом, что за глупости мы наделали, насколько мы действительно виноваты во всем том, что мы сами сделали, и как этот вопрос решить, и как мы этот вопрос решали, или кто за нас этот вопрос решал. Потому что мы были достаточно глупы и не в состоянии решить эти вопросы сами за себя. Это народы, которые не в состоянии быть на уровне своих ответственностей, своих вызовов времени, а, к сожалению, большая часть из нашего современного болгарского
народа в этом не годится. Я бы даже не сказал народа. Большая часть из этого современного болгарского населения народом не является. Народом является, наверное, ну, в лучшем случае от 200 до 350 тысяч из населения. Все остальное это просто пассивное население, которому пофиг и без разницы, и кто, где, как, что будет править. И ситуация действительно удручающая. И, наверное, это справедливое, но суровое, или суровое, но справедливое Божье наказание за грехи наши, в том числе и те, которые я только что перечислил. К этому человек должен относиться по-человечески, но и с другой стороны, с пониманием и с научной обоснованностью. Я не могу... Вы хорошо говорите, как бы вы отнеслись, но у евреев одна правда, и мы обязательно должны ее выслушать. У арабов другая правда, и мы тоже обязательно должны ее выслушать. А в качестве третьих наблюдателей, которые там не на месте, у нас тоже будут, скажем так, оптические возможности видеть вот эту картину в масштабе лучше, чем те, которые спорят и убивают друг друга. Правда, кто нас спросит, и кто потом, например, будет интересоваться, где находится вот эта правда, которая лежит в средостении вот этого треугольника, этих трех точек зрения. Все это вопрос не просто точки зрения, но и точного взгляда. Точного и честного взгляда. А честный взгляд у, скажем так, противоборствующих, конкурирующих со сторон не будет. Просто не будет. И простите, что я так философски вам отвечал на этот вопрос, но чистого, ясного, конкретного, четкого, метрами, секундами, километрами, деньгами или там количеством времени ответа здесь, по-моему, пока что не существует. Пока что. Пламен, благодарю вас. Вы абсолютно справедливо заметили, что нужно выслушать обе стороны. Но, к сожалению, действительно, вот про палестинской или про арабского вот оратора, вот, насколько я знаю, вот в Рунете нет. Если, кстати, вот из зрителей, подписчиков кого-то знают, то, пожалуйста, напишите, и мы попытаемся связаться. И также много слов благодарности пишут из Европы. Европа вас смотрит, пишут Россия вас смотрит, Россия вас любит, Пламен. Спасибо. И, наверное, заключительный вопрос и просьба более обширно ответить на него. Это касается осени и зимы 2024 года. Даже Жириновский говорил, что это будет решающая точка. То есть многие считают, что осень-зима 2024 это какая-то триггерная точка. И действительно много событий предстоят. Это и президентские выборы, это и начало нового такого колобка, о котором уже пугают практически все человечество. Что же пишут об этом российские СМИ? Итак, президентские выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент Соединенных Штатов Америки. После выхода из президентской гонки действующего президента Джо Байдена, изначально планировавшего переизбираться на второй срок, кандидатами в президенты от двух главенствующих партий стали вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис и 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года. И многие зрители пишут, что в этих выборах уж очень много такого подозрительного. Создается ощущение, что президентов выбирают не люди, а их просто ставят. И самый главный вопрос, как вы считаете, как избранный кандидат в президенты США может повлиять на так называемое СВО, на ход событий и на ход событий конфликта на Ближнем Востоке, ну и, соответственно, на весь мир? Передаю вам слово. Знаете, я лично склоняюсь к тому, что, скорее всего, президентские выборы будут выиграны Камалой Дэви Харрис. И есть тому определенный список оснований предполагать. Думаю, что она выиграет с немного, но достаточно. Ну, допустим, там 3-4% из тех, которые проголосовали, потому что будут и те, которые не проголосуют. То есть там будет тот же самый букет, бульон и вообще-то компот, который они
размешали на прошлые выборы без уточнений, потому что YouTube тоже не любит вот этих уточнений. Очень их не любит. Скажем так, просто Джозеф Байден был выбран честнейшим образом и никак по-другому. Честнейшим, повторяю, дисклеймер, честнейшим. Не бывает чище, чем двойно дистиллированным образом, как он был выбран. Но у Камалы Деви Харрис есть абсолютно фанатическое такое, не фанаты, а фанатики, ядро демократов. Демократические штаты, они фанатики. Они за нее проголосуют, несмотря ни на что. Их немало. А у Камалы Деви Харрис есть более 20 уже миллионов тех американских, это не американские, скажем так, тех мигрантов, которым выдали документов ID с фотографией, американские, которые не являются американским паспортом, но которые, заметьте, дают им право голосовать на американские выборы. И этих людей, естественно, на мой взгляд, они разместят именно в этих колеблющихся штатах, то бишь свинг-штатах, там Ohio, Пенсильвания, там Айова и так далее и тому подобное, где всегда решаются абсолютно все эти результаты всех этих американских выборов. Таким образом, вот эти колеблющие штаты дадут чисто количественные преимущества Камале Деви Харрис, потому что именно администрация Байдена и даже именно Камала Деви Харрис персонально, поскольку она отвечала за миграционные процессы, обеспечили им шанс и возможность не просто попасть в Америку в нарушении со всеми миграционными граничными американскими же законами, но попасть безнаказанно. И мало того, что безнаказанно, но даже получить какую-то форму каких-то документов, которая дает им право оставаться там и даже голосовать. За кого они должны голосовать? За Дональда Трампа, который хочет их вернуть или, по крайней мере, ограду там построить? Естественно, нет. Есть и дополнительные основания, почему я считаю, что Камала Деви Харрис выиграет. Оставляем в сторону то, что весь Голливуд за нее, все СМИ, за исключением Fox News, за нее. И что еще можно оставить в сторону? Оставляем в сторону и денег. 21 июля Джозеф Байден сказал, что он не будет баллотироваться. То есть в результате внутреннего белодомного переворота, ну, скажем так, вымогательства с шантажом, его шантажировали, ну, путем Байдена, то есть Хантера Байдена, естественно. Его заставили отказаться. И как раз не с 21, а 22 июля она получила донаты на кампанию в размере 80 миллионов баксов. За оставшиеся, сколько получается, июля это 31 день, значит, за оставшиеся 9 дней июля она получила вместе с этими 80 миллионами под 500 с небольшим миллионов донатов. За весь июль, а не за те 9 дней, за которые она собрала эти донаты, Дональд Джей Трамп получил 139 миллионов донатов. То есть Камала Деви Харрис собирает 500 миллионов за 9 дней, а за 31 день Дональд Джей Трамп собирает 139 миллионов. А это ясно указывает на то, на чьей стороне, ну скажем так, финансовые воротилы хозяева денег. То есть у Камалы, как вы видели, есть достаточно большие конкурентные преимущества. Неважно, насколько глупая, тупая, либо ненормальная, либо там хебефренной шизофрении женщины или девушки, или с каким сложным послужным списком, в том числе и девушкой на вызовах, она работала в своей, скажем так, трудовой и недотрудовой биографии. Это вообще не важно. Важно то, что для демократов им нужно, что она против Трампа. Если она против Трампа, будто она ослом либо дворовой собакой, либо палка без двух концов, они проголосуют за нее. Главное, чтобы были против Трампа, потому что Трамп в представлении фанатических демократов Америки, его не должно быть физически. Не то, чтобы он правил, его просто не должно быть физически. И любой, кто против Трампа, неважно, там, гуманоидная сущность, либо хоть конь в пальто, да, мы за него и все. И так они и работают. Теперь есть и другие основания, почему я считаю, что именно Дональд Джей Трамп выиграет, вернее, проиграет. Он проиграет, если он проиграет, и он проиграет, если он выиграет. Я почему, пока вы спрашивали, немножко здесь листал.
18 сентября, которое уже у нас за спиной, должно было случиться последнее слушание Верховного суда государства Нью-Йорк, штата Нью-Йорк, не города, а штата Нью-Йорк, где Хуан Мерчен, это судья, должен был произнести финальный приговор Дональду Джей Трампу на базе того, что на предпоследнее слушание он признался виноватым в нескольких из этих обвинений. То есть, грубо говоря, оставалось стукнуть молотком последний раз и сказать, вам 12 лет тюрьмы, или вам 30 лет, или вам 2 года, неважно что, вот наручники, пожалуйста, отправляйте его в тюремную камеру прямо с зала суда, как там и делается, там именно так это и происходит. Все. Но, заметьте, 6 сентября 2024 года судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчен отсрочил произнесение приговора бывшему президенту США Дональду Джей Трампу по его уголовному делу на день после выборов на 15 ноября. Потом сказали, что будет отсрочено на 26 ноября. Но пока что на день после выборов. Это сообщение 6 ноября. Оно было опубликовано и в Нью-Йорк Таймс, и в Рейтерс, и в другие там большие, так, чтобы это было понятно. Теперь вопрос. Если демократы могли бы одним совершенно юридически безупречным ударом нокаутировать, нейтрализовать, уничтожить в качестве претендента Дональда Джей Трампа 18 сентября 2024 года, с какого перепуга, почему, зачем, по какой именно причине 6 сентября, что 2 недели, 12 дней до 18 сентября, они будут делать ему такую поблажку, и не будут нокаутировать его именно еще в сентябре. Мне кажется, у меня есть некоторые основания предполагать, что Дональд Джей Трамп как-то, согласился не выигрывать и согласился подчиняться Deep State. Сейчас я объясню почему. Но это только первый случай. Почему они ему дают отсрочку? Вернее, это второй случай, но я про первый сейчас скажу. Несколько недель до этого, значит, это было 6 сентября, где-то под конец августа, последние 10 дней августа, по-моему, Дональд Джей Трамп был перед Камалой Харрис достаточно мощно, убедительно в своих процентах одобрения там на все эти опросы, 3-4 моментами и местами даже и 5% перед Камалой Харрис. То есть он достаточно убедительно лидировал, и его победа выглядела достаточно, скажем так, гарантированной. И так со стороны смотря, объективно говоря, было за что. Потому что в сравнении с Камалой Харрис любая кастрюля, скажем так, на кухне домохозяйки имеет более реальные, более такие заслуженные шансы выиграть эти выборы перед этой женщиной, которая не страдает, а заливается смехом хемифренной шизофрении. Это так называется, это ее состояние. Я не знаю, это заболевание или нет, потому что там страданий не видно, хотя принято считать, что это называется страданием, но хемифренная шизофрения. Она как кикимора, там смеется ни за что и никак, и заливается смехом, задают ей конкретный вопрос, она начинает смеяться. И смешно. Что? Не будем это даже больше обсуждать. Он, еще раз, вторая половина августа совершенно убедительно был сильно вперед. Что он сделал тогда под конец августа? А он сделал то, что никто в здравом уме и твердой памяти, у которого нет большие, серьезные, тяжелые на то основания, внешние, скорее всего, не стал бы делать. Особенно в его положении, особенно на президентской гонке. Он уволил свою команду политтехнологов, которые обеспечили ему именно этот отрыв и эту победу, и поменял их на такие, которые вот этот отрыв очень быстро сократили и моментами доводят его и до минусовой части. То есть вместо того, чтобы был отрыв, отстает немножко от Камалы и Деви Харрис. Роман, кто это такой верховный главнокомандующий, который увольняет победоносных генералов для того, чтобы потом получить поражение? Это только тот генерал, или вернее тот верховный главнокомандующий, которому сказал: слушай,
ты эту битву должен проиграть, иначе тебя не будет, иначе мы тебя истребим, и, может быть, не только тебя, но и твою семью мы истребим физически. То есть Дональд Джей Трамп сделал то, что никакой человек в здравом уме и твердой памяти не стал бы делать, а я не думаю, что он безумец. Я абсолютно уверен в том, что он с определенными там странностями и особенностями, но он не безумец. Особенно на такой гонке, где он начал выигрывать, то есть делать то, что он хотел сделать. Они ему сделали то, что он хотел, чтобы они сделали. С результатом. Есть еще один такой интересный момент. Значит, есть такой хороший и весьма уважаемый мною знаток этих тонких процессов. Зовут его Фикрет Шабанов. Он из солнечного Азербайджана родом. Который напомнил недавно, что у него на втором году каденции Дональда Джей Трампа была публикация по поводу того, как Дональд Джей Трамп нарушил свои обещания, которые давал Deep State, а он принял на себя определенные обязательства тогда, когда его делали президентом, когда он стал президентом. Для того, чтобы стать президентом, он принял на себя определенные обязательства совершить определенные действия. Он их не совершил, он их обманул, он их кинул, и он старался проводить что-то другое. Поэтому все его президентство было постоянной круговой мучительной обороной. Он пытался сделать что-то и постоянно отбивался от того, что они пытались его засудить, импичнуть, там, нападать, саботировать, блокировать, предателями там его обставлять. То есть это было постоянное сражение, круговая оборона. Это было не президентство, не управление, это круговая оборона. Поэтому он и не так много успел сделать. Ну, старался, ну что получилось. Фикрет Шабанов утверждает, что если убрать в сторону все эти остальные другие многословия и там аргументации, он тогда, на втором году каденции Трампа, в своих социальных сетях написал примерно следующее. Первое. Ты не можешь стать президентом, если ты не выполняешь свои обязательства перед Deep State, если ты их принял. Второе. Если ты нас кинул, ты никогда больше не будешь президентом. Третье. Попрешь против Deep State, заведем на тебя уголовное дело. Четвертое. Будешь с нами воевать, будешь следующим после Кеннеди. После президента Джона Фитджералда Кеннеди. И на самом деле, что мы видим? В Трампа стреляли, ухо пострадало, потом косметически его достаточно неплохо восстановили, очень красиво восстановили, почти не видно, что там было, хотя кровь там брызнула, там было видно. Потом, сейчас в сентябре, второй недели, опять это какая-то заварушка достаточно странная. Она просто педагогически напоминательно-предупредительная. С этим странным кадром, который у меня там за спиной. И никто не стрелял, но какие-то там стволы, чего-то там такое. Он сильно за Украину, он так хотел. Но пальбы не было, жертв не было. А первый раз погибло несколько человек. Ухо Трампа пострадало, и несколько человек в этой там толпе получили пули. Некоторые ранены, некоторые погибшие. Первый раз это было серьезно. В Батлере, штат Пенсильвания, по-моему, да. В Пенсильвании это было. А здесь в его там имении там в Флориде просто поймали вот этого странного чувака, обвинили официально, все как положено. Ну, типа он тоже lone wolf, то бишь самотный волк. Ну, он самостоятельный, самосиндикальный, самодеятельный такой. Ни с кем не согласовал, никакие службы, ничего такого. Это он сам искренне, лично от первого лица единственного числа. Он ненавидит, и он поэтому так решил почему-то. У него 80 с чем-то там каких-то там рекордов, то есть полицейских рекордов, записей по поводу каких-то нарушений. Кто после этого ему дал вообще-то право иметь огнестрель, тем более того, там американские легенды, когда легендировали вот такие странные типы, как Ли Харви Освальд, там, Джек Руби и прочее, ну, это в их стиле. Это вообще почерк, к бабке не ходи, достаточно очевидный. И это было только напоминаловка.
Теперь Трамп даже говорит, что он не исключает вероятность, что он проиграет эти выборы. Как вы себе представляете, что кандидат в американских президентах, неважно на каком уровне, неважно с какими шансами, будет позволять себе такое говорить во время кампании? Что он не исключает. Все говорят, как на эти боксерские матчи. Я его убью, я его вообще размажу, я его нокаутирую, я его вообще не дам ему. Все говорят, что они победят. Ну так, вообще-то ужасно. Здесь у нас другой нарратив. Он уже не исключает, что может проиграть эти выборы. Слушайте, странно. Первое, почему он увольняет своих людей, которые приносят ему победу на блюдечке. А второе, в него стреляют, ну, стреляют по-настоящему, убивают других, только его ухо там спасает. Третье, здесь ему переносит уже произношение приговора. То есть вынесение приговора – это то, что должно случиться на это финальное слушание. Все факты, все, что нужно было рассказать прокурорам, там, адвокатам и так далее, все это закончилось. Они должны собраться для того, чтобы судья Хуан Мерчен стукнул молотком и сказал: вам в тюрьме вот на такой срок. И это откладывают. Зачем? Они ему делают напоминаловку и отсрочку. Если ты собираешься всерьез воевать, мы упечем тебя в тюрьму. И он на это уже начинает, ну, не то что соглашаться, а, скажем так, вынужденно отступать. Наверное, это самое правильное. Вынужденно отступать, вынужденно соглашаться, что не будет он президентом. Он может быть кандидат в президенты, но он вынужден отступать. Более того, недавно, опять на днях, не помню сколько, он публично, по-моему, тогда, когда он говорил, что он не исключает вероятность, что он проиграет эти выборы. Как раз тогда, по-моему, он сказал, что на следующие выборы 2028 года он не будет баллотироваться. Он предварительно сейчас заявляет, что не будет баллотироваться 2028 года. Кто тебя за язык тянул? Зачем ты это говоришь? Как это вяжется с нынешней сейчас твоей кандидат президентской кампанией? Как это помогает твоим избирателям, твоим болельщикам, твоим фанатам, твоим поддержникам, те, которые там деньги тратят или время тратят, или вообще как? Зачем? То есть, собирая все это в едином, мне кажется, что выигрыш Камалы Деви Харрис предопределен. Ну, отсюда вытекает, наверное, интересный и важный производный вопрос. Хорошо, а как это скажется на развитии военных действий на территории Украины, а пока не только Украины, а на территории Курской области? Не будем забывать, что это не только на территории Украины, но, скажем так, на территории Советского Союза. Как это скажется на территории военных действий, на территории Советского Союза? Ну, как скажется? Во-первых, Камала Деви Харрис, если она станет президентом, она должна в второй половине февраля 2022 года поменять все. Сначала, после инаугурации, она должна сесть и, как Джозеф Байден, быстрым там движением кисти, там пару-тройку десятков executive orders, то бишь исполнительные приказы, подписать, что накопилось и недоделано со стороны Джозефа Байдена, она должна это, конечно, доделать. То есть это на недельку, на две, наверное, такая работа. Может, на недельку. Потом она должна чисто процессуально, процедурно запросить все члены кабинета предыдущего, подать в отставку. Они подадут в отставку. Потом она должна утвердить список тех, которые она переназначает, либо назначает на их место. Часть из старых, конечно, останутся, часть из старых повысят, понизят там в должности, часть вообще уйдут или кто-то другой. То есть это кадровая такая рокировка, она займет первую половину февраля. И второй половине февраля более-менее у нее развяжутся руки, обратить внимание на вот эти внешнеполитические повестки типа Украина, Армагеддон, Китай, Европа, Африка, Латинская Америка, Венесуэла и все остальное, за что Штаты должны отвечать с их точки зрения. И тогда, скорее всего, она или члены ее команды скажут: Владимир, который Зеленский, и Владимир, который Путин, цыц, идите сюда на переговоры. Где это будет сюда? Будет ли это в Буэнос-Айресе? Будет ли это там, не знаю, в Каиру или в Каире? Будет ли это, не знаю, в Брюсселе?
Ну, где-то будет. География значения не имеет. Кандидатов будет много, но где-то это будет. Сначала отправят только министра иностранных дел, либо представители там СВР, либо там что-нибудь другое, там читать, уточнять там эти тексты, потом будут против, потом будут предлагать свои, то есть вся эта волокита займет, ну, примерно как минимум полмесяца, ну, как максимум 2 месяца, потому что долго с этим тянуть им не дадут. Потом скажут, вы идете здесь и подписываете. Если одна сторона скажет, ну, слушайте, вот эта другая сторона, это просроченный президент, его подпись там вообще ничего не стоит, ну, скажут и скажут, а все равно заставят. Либо его, либо кто-то, кого-то. Но это уже технического значения не имеет. Подпишут какой-то мир на века, который, естественно, окажется перемирием на несколько недель до несколько месяцев. И тогда, когда все это произойдет, в зависимости от расположения звезд, обстоятельств и других внешнеполитических результатов, каков будет результат войны на Ближнем Востоке, каков будет результат противостояния с Китаем, и будет ли иметь уже чисто военную составляющую, они почти уже имеют военные составляющие. Это я еще не говорил про эти политических обзоров, которые я сканирую. Там в Южно-Китайском море, в этом регионе достаточно военно напряженная уже обстановка, учения там идут, стрельбы там, претензии, перехваты самолетов. Ну, есть там определенное острое ощущение военного обмена и любезности, которые приняты в таких случаях, которые являются симптоматическими и показательными, что на самом деле происходит. И тогда, после того, как они разберутся с некоторыми там другими вопросами, могут сказать, слушайте, а вы там Украину селенок там поднакопили, немножко отдохнули, да? А вы там в России там это самое будете участвовать с нами против Китая? Нет? Нет? А, тогда хорошо. Украине столько, сколько надо. На территории Украины столько восточноевропейцев, сколько надо. На территории Украины столько вооружений, сколько надо. Или сколько мы решили. Давай, Драхнафт Остин. Еще раз. Чтобы российская сторона согласилась либо на военное участие против Китая, либо на другой список из многих других таких наших предложений, на которые нельзя как-то говорить нет. Можно сказать да, сейчас можно сказать да попозже, когда мы тебя потрепали руками и инструментами под названием условной Украины. Потому что реальной Украины тогда, естественно, не будет. Ее и сейчас сильно нет, если не сказать вообще нет. Ну, условным инструментом под названием Украины. Они это сделают. И тогда уже в огне вот этой, скажем так, театра военных действий Четвертой мировой войны должен родиться Иосиф Виссарионович Джугашвили, версия 2.0, птица Феникс. Потому что если не родится, то тогда из этого пепла останется только пепел. И Российской империи, российскому государству недолго останется жить, существовать в качестве... Ну, географически никуда не денется. Никто никуда не денет вот эту географию под названием Россия. Но кто и как будет править, какое будет население, сколько будет это население. Вопросов много. Вернее, вопросов немного, а ответы очень мрачные. Ответы очень невеселые. Ответы очень такие... Ну, Великая Отечественная война, наверное, окажется соизмеримой с теми результатами вот этого геополитического поражения и унижения. Потому что поражения идут в пакете с унижением. С унижением, оскорблением, ограблением и сокращением. Все это идет в пакете. Раз есть поражение, за поражением идут и оскорбления, и унижение, и ограбление, и сокращение населения. Это в полном пакете. Поэтому, если не будет лицо мужского политического пола, Иосиф Виссарионович Джугашвили версия 2.0, либо аналог нашего времени, назовите как хотите, примерно вот так. Потому что с этим нынешним руководством Кремля, я не буду говорить, на что оно способно, потому что 2,5 года очевидно, на что оно и способно, и не способно. Если закупаем ракеты баллистические тактические ФАТХ-361 у Ирана, если покупаем снаряды и 122 и 152 миллиметровые у Северной Кореи в количестве миллионов штук, коли так, если не пользуемся своим имперским перехватчиком МиГ-31, ой, простите, пожалуйста, нечаянно, если мы этими настоящими серьезными своими количественными преимуществами не пользуемся, то вопрос, а кто нам тогда виноват? Инопланетяне, анунаки, американцы, британцы, евреи, армяне, турки, болгары, поляки. Кто нам виноват? Казахи, наверное.
найдем кого-то. Кто виноват, неинтересно. Интересно, что делать. Из этих известных классических русских вопросов бытия и небытия, кто виноват и что делать, я всегда фокусируюсь на второй. Что делать? Кому делать? Как делать? Если нет ответа на какой у нас образ будущего, а значит, это предопределяет, кто нам нужен и как мы это сделаем, скамейка исчезнувших народов всегда может удлиниться таким мистическим образом еще немножко, чтобы там сел и великий, героический, могущественный иногда российский народ вместе с всеми остальными частями нашего немаленького пока что, но тоже способного исчезнуть условно-славянского народа, начиная с Словении, Висла-Одер, Фессалоники, европейская часть России, ну, там до Камчатки, до Владивостока и так далее и тому подобное. Это и есть та наша территория, которая на сегодняшний день мы могли бы насчитывать не меньше 300 миллионов, и тогда нам ни Китай, ни Америка, ни Британия не было бы указом, если мы мудро, ответственно, смело и мужественно охраняли, обороняли свои границы, свое добро, свой народ и все остальное свое. Ну, коли мы такие раздробленные, политически разрозненные и являемся подчиненными структурами, где работает система отрицательной селекции для вывода так называемых внешне управляемых правящих кругов, внешне управляемых правящих. С внешне управляемыми правящими править империей не получится. Это тень империи. Неважно под каким названием, неважно с какой географией. Тень. Тень – это как эти рыцарские доспехи, которые в этих там замках и музеях Западной Европы смотришь так достолепно. Рыцарь, металл, доспехи. Тыкнешь пальцем, и все распадается, все. Потому что сущности внутри нет, содержания там нет. Помнится вот этот классный мультик «Светогор ночью», когда приходил к этим нашим самым, как его, ну, Светогор там. И Светогор стал раздеваться. Ну, им там, нашим этим самым, надо было куда-то там идти, какие-то подвиги там. Сильные люди там были нужны. Светогор огромный, мужественный, величественный. И начинает раздеваться. И разделся, и в конце остался вот такой скукоженный дедуленька, ну, не очень умный и быстро засыпающий. И Светогор. Доспехи большие, а Светогор вот такой. Светогор. Мультик классный, очень философский. И я не удивлюсь, если его запретят, по крайней мере, на территории России, потому что чего-то и кого-то напоминает вот этот мультик. Кого-то и чего-то напоминает. Я не знаю, у кого и чего, но мне чего-то там напоминает. Я даже сам не могу сказать, что и кого. Ну, чего-то там напоминает. Надеюсь ошибаться, но похоже, что нет. Похоже, что нет. Поэтому, Роман, нету единого, ясного, ну, скажем так, метрами, секундами, миллилитрами и сантиметрами ответа на такой вопрос. Будет именно такое, невеселое. Но все это можно изменить, если население станет народом, а народ выберет лицо мужского политического пола. Если кто-то скажет, что это невозможно, смотрите на Иран. Иран воюет, и Иран никогда никем не были покорены, подчинены, побеждены. Никогда никем. Смотрите на Венгрию. Виктор Орбан ведет себя более стержневым образом. Смотрите на Турцию. Мне это очень неприятно говорить, но это правда. Эрдоган ведет себя как лицо мужского политического пола. Смотрите на Словакию. В Роберта Фицу стреляли 5 раз, человек все равно выходит и говорит: вы там, простите уж, но в Украине у вас нацистская символика, нацистские свастики, нацистский батальон Азов, и вообще слишком много фашизма у вас есть, и вы слишком много памятников антифашистов валили, потому что памятники антифашистов, в том числе и местных героев Великой Отечественной войны, могут валить только неофашисты, новые фашисты. Вы ведете себя как новые фашисты. Если вы ведете себя как фашисты, то тогда как? Вас кем считать? Хорошими, приятными, пушистыми людьми? За что, естественно, Министерство иностранных дел Украины разочаровались в Роберте Фицу. Разочаровались. Точный термин, цитат сегодня проводил. Ну, разочаровались. Слушайте, есть примеры.
лиц мужского политического пола, даже когда эти лица, женского пола. Сара Вагенкнехт. Сара Вагенкнехт, дамочка такая стержневая. Тоже, почему бы и нет, в конце концов. Я не настаивал на то, что обязательно должен быть мужик. Екатерина Великая, она не была мужиком, но она вообще-то эту империю устроила как надо и много чего сделала. Имя свое оставила, и империю вообще-то на 2 континентах. Немка такая. София Аугуста или там как это было. Анцахт. С этим, сегодняшним, Святогором, Роман, не хочу подставлять ваш канал. Будем смотреть мультики. Это то, что нам остается. Хочется зачитать один комментарий, который буквально за несколько минут набрал 74 лайка. Комментарий от Сержантовой СО. Дорогой Пламен Пасков, дай Бог вам здоровья, счастья, благополучия, успехов, любви и долгих лет жизни. Мы вас благодарим за общение с народом. Всего вам доброго и до новых встреч. Выключите телевизоры, включите мозги, и все приложится. Всего вам доброго.